Khojadourdin Arliev. Actor, director, and screenwriter Khojadourdin Arliev was born in Turkmenistan in 1945. Throughout his long career, he starred in films like Meeting at the Old Mosque, Adventures of Ali Baba and the 40 Thieves, When a Woman Saddles a Horse, Love and Fury, Mankurt, Yermak, and many more. He has received the title of Honored Artist of Turkmenistan in 1986. He is laureate of the Directorial Award at the All-Union Film Festival, as well as the prestigious Maktumkuli State Prize. Я поступил в ВГИК на режиссерский факультет в 1964 году. И тогда, будучи уже студентом ВГИКа, увидел Турды Байрамова. Уже был на последних курсах, но мы как землячество устроили, и я попал туда. И первый раз увидел Дурдышку. С первого раза он меня поразил своей открытостью, такой веселый человек, и все время первым шутил и заражал смехом всех, и там сам заразительно смеялся. Вот он таким мне запомнился. И вот познакомились так, на вечеринке. Ну, я там, пацан был, мне 19 лет только исполнилось. Они повзрослее были. Я так смотрел, любовался, особенно Дурдышкой. И немножко над этим делом были, смеялся. Сели в трамвай, ехать уже на Трифоновку они жили, да? Туда ехать от этого Галушкина было. Там, по-моему, общежитие архитекторов. Там Карахан один учился, у него, по-моему, были мы. И на трамвай он веселился. В трамвае веселил не только нас, и народ веселил. Веселый был он такой. Ну, я закончил режиссерский факультет, ну, и во время съемок я снимался как актер, то есть снимался и в туркмен-фильм, таджик-фильм, ну, казах, там, узбек-фильмы, в России снимался, за рубежом снимался, ну, снимался, то есть первый туркменский актер, который снимался за рубежом, ездил. Вот так. Не считаю, что я сделал там что-то большое, но где-то все вот мои работы, принцип, да, принцип вообще, он где-то похож, вот, Дурдышкиной работы, подходит к своим работам. Когда я приехал, в 1971-1972 году, я закончил ВГИК, приехал. И я всегда видел вот одну компанию. И об этом нельзя не сказать. Вот Дурды, Мамед Мамедов, Шамхамед Акмухамедов, Кульназар Бекназаров, Бекназар. Еще кто там, еще были вот ребята. И они после работы ходили в ресторан, в Гулистан, рядышком вот. И вот я первый раз увидел, что вот в этом что-то было, вот вечерние сборы, вечерние их сборы. Вот. Ну, хотя у нас же и Зат Клычев был, до него был величайший наш художник Бяшин Нурали. Вот. Они принесли нечто такое, вот в то время нечто современное, да, светское, вот, всемирную вот некую культуру из Москвы, ну, русскую будем говорить, советскую, вот. А так они в основном вот пошли в народ, тема народная пошла, да, философские картины были уже. То есть они первыми, вот такая кучка, вот, приехали, и они вот, мы о них заговорили. Весь Союз заговорил. То есть, ну что, туркмени хлопок собирали, да нефть добывали, и все увозили. Весь народ этим занимался. То есть современная культура
там чуть-чуть так какие-то были. А вот они приехали мощно так, мощно вот искусство, вот культуру такой подняли. Знаете, я опять приехал в Ашхабад, ну, на побывку. И там у одного моего друга кафе там, ну, ребята, друзья, хороший парень, он меня пригласил. Но мы там стояли, шашлычок кушали, и поболтали. А Дурдыш, оказывается, прошел мимо меня. Он раньше говорил, как-нибудь выбери время, приходи. Ну, когда было, я тоже, то там, то там. И вообще, честно говоря, я думаю, я где там сидеть, и так меня достаточно на экране. Зачем это еще, я думаю, зачем мне еще там... Ну, я не такой самолюбивый, что вот, да. Угу. Ну, я говорил всегда, да. А тут потом я уже думал, что вот надо бы на Дурдышке, да, попозировать. И он на завтра вот увидел, оказывается, проходил мимо меня, завтра мне звонит. Слушай, говорит, я тебя вчера видел, да, я не подошел, но я должен тебя писать. Ты обязательно должен прийти, мне обещал. Приходи, вот, говорит, завтра. Ладно, я сказал, я пришел. И вот моих 7 или 8 драгоценных дней я ему отдал. Что это даже в искусстве нельзя, что ли, обманывать. Вот это присутствует у Дурды. И Дурды такой. Почему? Потому что вот когда он пишет, я позировал ему, я просил, а что ты так вот... Он говорит, я ничего не люблю, вот я только... Какой есть человек, такой, значит, я его изображаю. Вы знаете, я поразился, я думал, это скучно, наверное, думаю. Я даже про себя подумал, ну есть же фотографии, можно так снять и все. А вот когда он начал уже писать меня, первый день такие мазки были, большие мазки, не похожи на такого реалиста. Такого. Второй день, второй день мы закончили работу, я посмотрел, и говорю, Дурдышка, это гениальная картина. Он говорит, ты что, я только начал работать. Я говорю, какой ты начал? Подари мне, напиши другую для себя, закончи, а это мне дай, пожалуйста, говорит. Он меня изобразил, знаете, такой человек демонической силы такой. Да, я скрыто от всех людей всегда считал, что я некий мессия, да, который сильнейший человек, который должен все поставить на вот правду. Я вот эту вот некая вот правда, о которой мы говорим, да, которая должна в искусстве, в жизни, все. Я как-то в себе ее нашел, как-то вот почувствовал ее, и ей следовал, оказывается, с самого начала. Я говорю, дай мне эту вот картину. Я же думаю, что вот такой, да, вот как, ну, демон, он как, вроде бы падший ангел, да, ангел. И я думаю, елка, он мне не дал. Он говорит, спокойно, я должен закончить. Я работаю только так, я пишу, что вижу. И он писал, он, знаете, как работал. И я думал, вот человек, прямо на глазах у меня, да, у него вдохновение. Он так не разговаривает, он уходит в свой мир и пишет, просто загляденье, как он работает. Пот даже не вытирает, раз отойдет, раз, и пишет, и пишет. Уже тебя нету, как знакомого человека. Уже ты там объект его проникновения, он как-то проникает в тебя, уже пишет тебя. Вот, и меня потрясло, вот когда
уже он закончил картину, он все писал же с меня, просто он как говорит, что я тебя пишу, просто то, что вижу. Знаете, я был поражен тем, что он увидел во мне настоящего меня. Человека вовсе внутри невеселого, человека вовсе совсем грустного, человека, который в себе делал все, вот, у которого все надежды рухнули. Человек, который сказал себе: да, какие у меня были силы, как я хотел, а ничего не получилось. И вот это вот мое состояние он уловил, где горько мне и никому помочь. И я один со всей грустью, со всей этой тяжестью всего этого мира, который боги сваливают на человека, на человечество. Вот это я увидел, я обалдел просто. И я сказал: вот это что-то, это что, там, человек, который проникает в тебя, человек, который... Вот он меня поразил просто. Вот так, Дурдышка, а я его всегда Дурдышка называл. Я его очень любил, я не знаю, в нем что-то такое было, всегда, вот, да. Я первый раз заметил, что он серьезный бывает, когда он писал. Первый раз, когда он писал, он стал совсем, это не тот Дурдышка, которого мы любим, который обязательно что-то скажет, сострит, умный, очень острый, скажет, что и сам первый заразительно смеется, и все смеются, вот такой, да. Такой безобидный, такой, ну, бывает человек, которого тянет всегда вот, к нему как человек, а когда он работает, он совсем другой. Ну, не знаю, я вначале было тяжело сидеть так, а потом я как-то увлекся. Вот когда видишь, как он работает, да, ну, у нас артистически есть же, мы сразу перенимаем там, вот, сразу становишься, что входишь в кадр, ну, входишь в образ, и начинаешь делать вот как он хочет. Но я никак не думал, что он меня вот таким вот увидит. Потому что мне всегда дают играть там басмачей, да, разносторонний, так сказать. Там, я тогда подумал, может быть, я басмачей играл, злодеев играл, не потому, что просто убивать человека, а зло совершать, а именем зла вот перевернуть, добро сделать, может быть, понимаете, вот получал. А так нет, не тяжело было с ним. Потом я уже, когда приезжал в Ашхабад, он меня поймал просто, когда позировал. И когда приезжал обязательно, я к нему заходил, чтобы поздороваться с ним. Я говорил, он обязательно работает. Я только поздороваться и все, салам, салам, и нашел, выхожу. Потому что он говорит, мне только достаточно салам, когда работает. Мне больше разговор не надо, он говорит. Никаких разговоров, да. И я заходил, салам, салам, дурчат, поцеловал и ушел. Уходил, да. А если он не работал, бывал, он чайком угощал. Он не терял, да. Он чаечек даст, вот, фотографии, вот, посмеемся немножко, да, так бывало. Он мне, правда, сказал, слушай, говорит, когда на третий день он меня уже писал, что-то, говорит, про тебя говорят, не знаю, где там, про тебя где-то. Вот один раз посплетничал он со мной. Про тебя говорят, что ты такой, сякой, что ты алкоголик, что ты потерялся, что ты уже там вообще злой человек, только делаешь, да, вот как вот. Ну, говорит, ну, чуть не поверил я, говорит. Но я, говорит, сказал этим людям, что ничего подобного. Какой был красивый человек и внутренне, и внешне, таким он остался, я сказал. Он мне так сказал. Что я не злой совсем. Да, он мне сказал. Я, говорит, да. Вот это я запомнил. Было приятно. А вот мой портрет он сделал, конечно, обалдеть просто. Обалдеть.
Durdi Bayramov created the portrait of Khojadurdin Arliev in 2009. It is currently preserved at the Bayramov Museum in Toronto.